Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна. І сьогодні цей ефір ми проведемо російською мовою, оскільки я вам вже рада представити мого гостя. Це Антон Наумлюк, журналист Радио Свобода, вместе с нами в ближайшие 40 минут. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Собственно, вы тот человек, который очень близок к теме Крыма и который работает на многих судебных процессах в Крыму. Вот скажите, начнем с вашей журналистской практики. Поменялось ли что-то вот за годы аннексии? И чувствуете ли вы, возможно, какое-то опасение, когда едете в Крым, отношение какое-то от ваших коллег из России? Ну, я работаю 2 года, не с самого начала аннексии там нахожусь, но вот на протяжении почти 2 лет почти не переставая там, в командировках. Поменялось, ну, российская и правоохранительная система, и судебная система, они очень живо реагируют на реакцию, которая следует от активистов и крымско-татарских активистов, прежде всего, на действия силовиков. Если прослеживать за последние хотя бы 2 года, как менялась и практика в судах, и деятельность российских правоохранительных служб и спецслужб, то можно прям сразу заметить, что были этапы, когда назначались только административные аресты для активистов. Они, очевидно, что не подействовали, своей цели не достигли. Начали назначаться штрафы, которые, конечно, больно бьют, особенно по традиционным мусульманским семьям с большим количеством детей и так далее. И вот каждый шаг системы, с которой борются активисты, которой противостоят активисты, вот он является таким сиюминутным эффектом на какое-то отражение работы активистов, крымской солидарности, если мы говорим об объединении этих активистов и родственников. Поэтому изменения там постоянно происходят, просто их нужно отслеживать, системно описывать. Что касается коллег, с которыми я там фактически не сталкиваюсь, поскольку российские СМИ, особенно подконтрольные России в Крыму СМИ, они не пишут и не работают на тех темах, которые нас интересуют, которые касаются нарушений прав человека, касаются преследования активистов, крымских татар, крымских мусульман. То есть это все не в повестке местных СМИ, разве что какие-то громкие приговоры, которые описываются с однозначной, естественно, позицией. Поэтому я с ними там практически не сталкиваюсь. Иногда в социальных сетях я вижу какую-то реакцию на свои материалы от коллег, но она, естественно, отрицательная. Каким образом вы въезжаете непосредственно на территорию Крыма? Потому что сказали, что вы достаточно часто ездите туда в командировки в течение последних 2 лет через границу с Украиной. Да, естественно, да. И на самом деле это процесс оформления документов, разрешения со стороны Украины не такой сложный, не такой долгий, как может показаться и как кажется, наверное, многим моим коллегам, особенно европейским, которые хотели бы, наверное, туда поехать, но в том числе не едут, опасаясь каких-то трудностей с получением разрешения. Все это у меня занимало раньше 2 дня, сейчас немножко ситуация улучшилась в миграционной службе, занимает всего день, и уже на следующий день я могу попасть в Крым, добираясь из Киева до Симферополя. Ну, не скажу, что это приятная процедура, и не скажу, что это так просто. Конечно, гораздо проще было бы сесть на самолет и приземлиться где-нибудь в Симферополе, но это не какие-то тотальные невозможные вещи, которые нельзя сделать, если ты хочешь там работать. Переходя к более конкретным темам, хотелось бы у вас спросить про дело Хизбут Тахрир. Знаю, что судебное заседание в Северокавказском военном окружном суде в Ростове не состоялось из-за неявки одного из адвокатов. Вот хотелось бы, я знаю, что, если не ошибаюсь, 14, 15 и 20 февраля будут непосредственно судебное заседание в Российской Федерации по этому делу. Собственно, вот ездили ли вы туда, вот когда судебное заседание не состоялось, поедете ли на эти дни в Ростов. И я знаю, что консул Украины хотел попасть непосредственно на слушание. Но, насколько я знаю, он не попал. Вот какова вероятность его присутствия на этом судебном заседании? Я был вот на последнем
ну, фактически несостоявшемся заседании. Это было первое заседание открытое, первое заседание процесса по существу. Предполагалось, что оно будет не столько информационно важным, поскольку там гособвинение должно было зачитать только обвинительные акты и все. Ну и какие-то, может быть, характеризующие документы в отношении подсудимых. Но для меня гораздо важнее было начать этот процесс там, заинтересовать СМИ, которые бы с первого заседания начали освещать этот процесс, сделать какой-то для них материал и для украинских телеканалов, и для печатных СМИ. К сожалению, начало получилось вот таким смазанным. Адвокат Эмира Хусейна Кукуев, Александр Попков, который был в зале суда, назвал это фальстартом процесса. Остальные адвокаты по видеосвязи из Крымского гарнизонного суда участвовали из Симферополя. Генконсул Виталий Москаленко на самом деле был на заседании. Пустили всех, несмотря на то, что заседание как таковое было отложено. Но суд, наверное, пошел навстречу и журналистам, и представителям консульства, которые пришли, и чтобы уж зря не зашли, нас пустили всех хотя бы на момент подтверждения личности подсудимых. Они каждый вставали, представлялись, там, им задавали вопросы о гражданстве, там, о национальности и так далее. Он был, даже немножко пофотографировал в суде, насколько я знаю, и заверил меня, что будет отслеживать, Генконсульство в Ростове будет отслеживать этот процесс и будет наблюдать. И, в общем, ну, из того опыта, когда я работаю и сталкиваюсь с представителями Генконсульства в Ростове, могу сказать, что они действительно занимаются. И, во всяком случае, своих, тех, кого они отслеживают по процессам, своих заключенных, они, конечно, не бросают просто так. Какая перспектива этого дела? Потому что фактически Хизб ут-Тахрир — это организация, запрещенная исключительно в России, и, насколько я знаю, и в Украине действует абсолютно легально, абсолютно законно. То есть мы понимаем, что мы говорим о преследовании, и преследовании в том числе и исходя из религиозных соображений. Вот по вашим ощущениям, чего ждать? Потому что, знаете, приметно, что этот судебный процесс будет рассматривать тот суд, который в свое время рассматривал дело Сенцова. Ну, здесь несколько таких моментов. Во-первых, организация запрещена в нескольких странах, ну, в Средней Азии в частности. А вот признана террористической только в единственной стране, в России. В 2003 году Верховный суд Российской Федерации признал ее и еще 1,5 десятка организаций террористической. При этом в документах, в решении Верховного суда нет ни одного случая обоснования террористической деятельности организации. Хотя вот у других, тех, которые признаны были вместе с ней, такие случаи, конечно, есть. А здесь таких случаев нет. В общем-то, учение отвергает любые насильственные методы распространения ислама. Ну и, в общем, если адепты этой организации где-то будут замечены, что они применяют насилие, ну, значит, они вышли из этой организации, вот, по логике вещей. В 2014 году они не стали иначе молиться, не стали иначе там какие-то другие книги читать, не стали как-то жить иначе. Они как жили, так и живут сейчас. И вдруг они превратились в террористов. 25 человек сейчас арестовано по этому делу с 2014 года в Крыму. И это уже вторая партия, ялтинская и алуштинская, 6 человек. Вот начинается процесс. До этого 4 человек из Севастопольского района уже осудили. Зейтулаев, который получил 15 лет, очень большие сроки. Ну и, в общем, статьи серьезные, обвинения серьезные и сроки очень большие. Вне сомнения, они преследуются по религиозному признаку. Вне сомнения, они преследуются по признаку нелояльности российским властям, к которым можно отнести и институт официального муфтията, который, понятно, что Хизб ут-Тахрир не признает и, в общем, не считается с ним, во всяком случае. Российские власти такого непослушания допустить не могут, неконтролируемости общины они тоже допустить не могут. Все это приводит вот к таким массовым задержаниям и к массовым судебным процессам. То есть фактически мы не можем ждать ни на какое, скажем так, более-менее положительное решение по опыту практики. Вот вы сказали, что большие достаточно сроки получили уже 4 человек по этому общему делу Хизб ут-Тахрир. То есть, в принципе, вердикт, он заведомо ясен. Да, и тут просто нужно понимать, что
когда этих людей, ну и не только их, но и вообще активистов, каких-то политических журналистов, когда арестовывают или задерживают в Крыму, когда возбуждают какие-то дела, возбуждают дела не для того, чтобы доказать их вину, не для того, чтобы найти какие-то правонарушения в их деятельности и наказать хотя бы формально по закону Российской Федерации, а преследуются совсем другие политические цели, собственно, поэтому мы их называем и характеризуем, эти судебные процессы, как политические. Это либо желание замолчать человека, чтобы он не выступал публично, как это было в деле Ильми Умерова там, или Николая Семины, или это желание задавить любую активность, как это сейчас в каких-то просто огромных масштабах, там сотню административных дел против активистов, которые просто приходят поддержать своих соотечественников во время обысков и арестов, выходят с одиночными пикетами. То есть здесь цель просто не юридическая, не судебная, а она политическая. Поэтому и понятно, что приговор, он был на самом деле вынесен, если утрировать, еще до начала вообще судебного заседания. Вот вы как раз упомнили и одиночные пикеты, и массовое задержание, которое, ну, вы знаете, мы становимся свидетелями действительно, что если не каждый день, то каждую неделю действительно по всей территории аннексированного полуострова происходит задержание и обыски в домах крымских татар. Вы, вот как раз если мы говорим о целях, да, если в судебных процессах понятно, да, что есть вердикт, собственно, суда, и есть незаконный вердикт суда России, Российской Федерации или судебных инстанций в Крыму, то какая вот конечная цель вот этого прессинга, вот попытки задушить, знаете, вот эту вот какую-то борьбу, да, крымских татар, украинцев, проживающих на территории Крыма, за собственную идентификацию, за собственную свободу? Вот какая конечная цель оккупационной власти? Если честно, то очень часто мне кажется, когда я пишу, когда я снимаю какие-то действия силовиков, эти действия кажутся абсурдными и очень мало объяснимыми, очень часто мне кажется, что наша вот активность, я имею в виду журналистов, активистов, которые стримят, которые показывают действия силовиков и прессинг на крымско-татарских, украинских активистов, что мы играем на руку им, потому что мы рассказываем досконально и описываем досконально, что они делают и какому прессингу подвергают нелояльное население, а они этого только и ждут, потому что, на мой взгляд, конечная цель — это заставить людей, которые там находятся и которые считают себя нелояльными и так позиционируют публично, либо покинуть, в идеале для них, полуостров, либо замолчать и хотя бы публично не выражать свою нелояльность. И вот это вот давление, выжимание, в первую очередь, крымско-татарского населения из Крыма, мне кажется, это и есть конечная цель таких каких-то совершенно абсурдных, нелогичных действий силовиков. Повторная депортация. Ну, когда я первый раз да? приехал, только-только вот приехал в Крым работать, одной из первых встреч была с родителями Ахтема Чайгоза. Мама тогда еще была жива, и я записывал с ними большое интервью. И мы как-то совместно выработали с ними термин, вот есть гибридная война, да, о которой мы сейчас говорим, а это гибридная депортация. То есть невозможно посадить сейчас там весь народ в вагоны, да, и в состав железнодорожный отправить куда-нибудь там в Казахстан, там, в Узбекистан, но можно вот такими методами давления просто вынудить их уехать. И вот мне кажется, это такая точное описание того, что сейчас производится в Крыму и какая конечная цель этих действий. Что сейчас с делом, связанным с гибелью Виджия Кашка? Ну, насколько я знаю, и я надеюсь, что этим делом займется Николай Полозов, адвокат, который и защищал Чайгоза, и участвовал в деле Ильми Умерова до тех пор, пока его просто насильно оттуда не выгнали силовики. Я думаю, что оно как-то сдвинется с места. Это то, что касается самой гибели. Что касается четырех задержанных, то у половины из них очень плохое состояние здоровья, их периодически помещают в лечебные учреждения. Отслеживать их достаточно тяжело и трудно.
Но вот информация все равно через адвокатов или через людей, которые готовы помогать и как-то сочувствуют этой проблеме, она до нас доходит. На данный момент, в общем, ничего не происходит. Они сидят в заключении, им периодически становится плохо, особенно Асану Чепуху и Бекиру Дигерменджи. Их помещают в лечебные учреждения, потом возвращают обратно в камеры. И все это, естественно, не отражается благотворно и на их состоянии. Когда дело сдвинется с места, пока непонятно. Нет, непонятно. Это все зависит от следствия, которое столкнулось не только с, в общем-то, с самим необходимостью доказывать вину, по единственному фактически доказательству, это вот по показаниям человека, турецкого гражданина, который утверждает, что у него вымогали какие-то средства, и плюс там прослушки телефонов, слежки и так далее. Но теперь они столкнулись с тем, что им приходится расхлебывать последствия собственные акции, в результате которой погибла Виджия Кашка. И, конечно, они теперь должны будут корректировать свои действия. Я не думаю, что Москва и главк ФСБ, и МВД в том числе, поскольку операцию проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, я так понимаю, на них ФСБ скидывает всю черновую грязную работу в Крыму. Я не думаю, что главк МВД так благожелательно отнесся к такому резонансному событию. А с кем из родственников, из близких заключенных и политических узников вы общаетесь? И вот хотелось бы от вас узнать, как они мыслят, о чем они говорят. Потому что, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию, что очень часто тема Крыма замалчивается, и замалчивается непосредственно украинскими властями. Мы когда-то общались в этой студии с Нариманом Жилялом, и он говорил о том, что как раз та ситуация, и внутриполитическая, и социальная, которая есть сейчас в Украине, она, знаете, уже как-то не очень даже привлекает крымских татар, и они как-то уже, скажем, разочаровываются, в перспективе возвращения аннексированного полуострова, поскольку здесь не так сильно пекутся об аннексированном Крыме, как хотелось бы. Вот о чем думают, о чем говорят с вами родственники, близкие тех, кто поддался репрессиям на территории Крыма? Спросили, с кем из родственников? Да со всеми. Собственно, все фигуранты дела Хизбут Тахрир и всех остальных дел в Крыму. Я с ними со всеми на связи, общаюсь. И давно кого-то отслеживаю с самого начала. Задержания еще из обысков. Кто-то уже осужден, и я только на судебных процессах присутствовал. Из последних бахчисарайских ребят, которых задержали в Бахчисарае по делу Хизбут Тахрир, это уже второе задержание в прошлом году. Из них 4 это активисты, которые всегда были на заседаниях Крымской солидарности, с которыми мы общались, которые фотографировали, водители, которые помогали своей активностью. Поэтому они все, в общем, знакомые и все друг друга знают. Если честно, я не скажу, что есть какая-то, на мой взгляд, какая-то обида или какое-то разочарование у родственников. Им не до этого, если честно. Они занимаются помощью своим заключенным, передачкам, организацией, написанием писем, какой-то помощью им там в заключении. Они занимаются судебными процессами вместе с адвокатами, присутствуют на судах, поддерживают, стараются максимально участвовать. И взрослые, и дети, надо сказать, для которых это тоже стало своей реальностью. Они мало обращают, если честно, внимание на какие-то поддержки или не поддержки со стороны. Они выживают. Когда есть какие-то претензии, особенно со стороны украинских, патриотически настроенных пользователей сетей или просто знакомых моих, которые говорят, они не борются, они же не совершают какие-то силовые акции, они же я не знаю, поезда с рельс не пускают. И очень трудно объяснить, что люди просто выживают. Им хотя бы сейчас дождаться каких-то изменений в лучшую сторону, если уж не какого-то изменения статуса Крыма. Им нужно противостоять огромной системе государственной, которая сжирает пусть очень такой свободолюбивый, но небольшой народ в Крыму.
оно своих-то граждан там по всей территории страны сжирает, а что говорить про Крым? Но они все равно противостоят, все равно пытаются как-то этой системе противодействовать. Они все уже, мне кажется, получили практическое юридическое образование. Сейчас открылась, ну, так, школа, не школа, но подготовка курсов общественных защитников в Крыму, которые защищают своих соотечественников по делам, по административным делам. Этого я не помню, чтобы вообще хоть где-то на территории, где Россия распространяет свое юридическое влияние, было такое. Это крымская солидарность, которая объединилась. Это низовое объединение, которое, по всей видимости, очень пугает и российские власти в Крыму, и российских силовиков. Последнее заседание солидарности, вот я думаю, что да, вы хотели бы вспомнить. Это как раз, Антон, то, что мы хотели вспомнить. И, естественно, наш телеканал готовил материал о событиях, которые происходили на заседании последнем, как вы уже сказали, Крымской солидарности. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого меджлісу Ільвер Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Согласно статьи 16, не имеем права у вас узнать, с какой целью собрались. Поэтому оружие ищете или вы в данный момент не участвуете в сообщении? Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Мы предоставляем документы, они проверяют. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Учасники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Мы не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримськотатарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно увечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності на їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Саїдбулаєва, Вікторія Аблязова, Олег Трохимович, Заман, АТР. Ну, как мы видели, вы были непосредственно
на заседании Крымской солидарности, снимали все то, что там происходило. Чем так не угодила Крымская солидарность российским властям? Потому что мы тоже часто обращаемся, в принципе, к тому, что они делают, и наблюдаем непосредственно на их страницах в соцсетях, да, и это действительно часто очень самая оперативная информация, которая поступает из Крыма о том, что там происходит. Вот чем были неугодны? Ну, это просто нелояльная низовая активность, неконтролируемая и неуправляемая со стороны ни государственных властей, ни силовых структур. Российские власти к такому не привыкли. Все какие-то низовые активности были фактически уничтожены, начиная там, с 2012 года в России. Здесь они с этим столкнулись. И, скорее всего, просто не знают, что делать. Ну, вот если вы посмотрите, даже в рамках этого сюжета видно, что полицейские пришли, что-то объявили, что они вот подозревают здесь людей. А дальше началась просто прекрасная картина, когда участники Крымской солидарности как проводили заседание, так и дальше начали проводить. А полицейские и ОМОН толпятся там у стеночки и ждут. После того, как закончилось заседание, традиционно все начали кушать плов, там, кофе, чай, а полицейские все ждут. И вот только тогда, когда все покушали, когда закончилось заседание, оно, конечно, в конце получилось скомканным, но, тем не менее, почти все темы, которые намеревались обсудить, видимо, обсудили. И вот только тогда начали представлять документы, и полицейские начали там какие-то пытаться опросы получить у присутствующих. То есть это... совершенно нелогичные действия были. Если был приказ разогнать, они бы разогнали. На улице стояли автозаки, ОМОНовцы, и это не составило бы никакого труда, учитывая, что там 2/3 присутствующих это были женщины, мамы, жены заключенных. И вряд ли бы кто-то стал там сопротивляться или какое-то там оказывать какое-то сопротивление физическое. Поэтому, очевидно, приказа разогнать не было. А зачем тогда приехали, не очень понятно. Показать свою силу, показать как-то вот, что мы наблюдаем. Ну, это, в общем, не возымело никакого эффекта, никакого действия. Поэтому, конечно, и солидарность будет собираться, и дальше она будет, наверное, там, зубной болью у российских властей в Крыму и у российских силовиков. А с другой стороны, нет никакого основания, ни каких-то мотивов эту крымскую солидарность, которая даже не зарегистрирована. То есть это просто собрание граждан, которое невозможно даже запретить. То есть, ты запрещаешь крымскую солидарность, они там, хорошо, мы назовемся, там, я не знаю, там, крымские активисты, да, и заново начинают собираться. То есть с этим невозможно бороться, ничего нельзя сделать. Есть давление на активистов. Часть из них теперь проходит по делу Хизбут Тахрира, это самое страшное. Часть из них просто постоянно подвергаются административным каким-то преследованию и уже прошли какие-то административные аресты, штрафы. Но это тоже, в общем, никого не пугает. Этот крымский марафон, который объявлен там чуть не по всему миру, собирает средства на выплаты штрафов, и это тоже не имеет никакого такого негативного воздействия на семьи и на активистов на полуострове. То есть это вот к вопросу, возвращаясь о самом первом вопросе, что изменилось. Придумываются новые какие-то методы со стороны силовиков и властей. Активисты придумывают ответ. Штрафы появились, появился крымский марафон. Административные аресты слишком много, адвокатов на всех не хватает. Появились гражданские защитники, которые просто приходят в суд и отстаивают интересы, там, зная закон чуть ли не лучше этих судей, которые бывшие украинские, до сих пор не переучились там, по российским законам вести производство. То есть это вот картина такого постоянного такого противоборства между силовиками и властями и активистами с другой стороны. Поэтому они и вызывают такую реакцию. Поэтому и вот пришли, маски-шоу устроили и будут в дальнейшем, по всей видимости, этим продолжать заниматься. Вот есть ли возможность как-то уберечь себя, да, крымчанам от обысков и от арестов, если мы говорим там, да, что вот конкретное дело, да, это преследование там за, например, там по признакам, скажем, национальности, тут по религиозным, да, признакам, тут исключительно политические мотивы. Вот есть какая-то тенденция, в которую вкладываются вот все эти действия, которые применяет российская оккупационная власть, для того, чтобы понять, кому придут, допустим, там, следующим утром? Или это все вот рандом какой-то, да, хаотично?
Ну, я думаю, что все, кто так или иначе хоть какую-то активность проявляет, даже если это не публичная активность, последнее дело, такое достаточно, на мой взгляд, показательное дело Исмаила Рамазанова, он обычный крымский татарин, он не был активистом вот в прямом смысле слова, он не участвовал там в заседаниях солидарности и ее работе, но тем не менее, видимо, он выражал свое недовольство российскими властями и аннексией, вообще действиями российских властей в Крыму, где-то в социальных сетях и прежде всего в интернет-радио Зелла. Это программа, которая устанавливается на телефон, она сейчас запрещена в России, ее там везде блокируют. Но, видимо, он что-то там сказал, что российские силовики ФСБ квалифицировали как призывы к экстремизму. Его арестовали, пытали, избивали. Об этом он заявил в суде. Адвокат написал жалобу в прокуратуру. Сегодня была апелляция. Безрезультатно его оставили под арестом на месяц. Вот, то есть человек не публично высказывал свою позицию. Он высказывал позицию в группе своих единомышленников, группа, в которую там входило, по-моему, до 100 человек. Ну, то есть это совсем небольшая группа, не в самой распространенной там социальной сети. Это какая-то вот программа Zella, которая, мягко говоря, не у каждого стоит на телефоне. И тем не менее к нему все равно пришли. Что говорить о тех активистов, которые публично выражают свою позицию и не скрывают ее? Как обезопаситься? Ну, во-первых, и вне сомнения, это нужно следить за своей публичной деятельностью. Я все время тоже сравниваю там, журналистов и вообще активистов, людей, которые сталкиваются с силовиками и работают вот в какой-то этой среде. Тех, кто в России прошел эту школу, начиная там с 11-12 года, когда начали закручиваться гайки в России, и вот сейчас в Крыму. И я пытаюсь всегда сказать, что вот те, кто приезжие из России, они не пишут в социальных сетях того, за что их можно потом привлечь. Они стараются следить за этим. Почти ни у кого нет аккаунта ВКонтакте. ВКонтакте — это такая структура, которая отвечает на любой запрос спецслужб российских, и с ней очень легко формировать уголовные и административные дела. Facebook не отвечает. Поэтому, если вы заметите, по записям в Фейсбуке дел практически нет. Если бы Сулейман Кадыров, которого сейчас судят по обвинению в призывах к сепаратизму, за запись в Фейсбуке, если бы он сказал, это не моя страница, у силовиков бы достаточно трудно было бы доказать принадлежность страницы этому человеку. Они бы сделали запрос в Facebook, Facebook бы ответил, нет, мы не будем давать это личные данные. А в ВКонтакте он такие данные без проблем тысячами просто выдает. Мы все это, вот те, кто из России, все это знают. Поэтому вот, если есть аккаунт ВКонтакте, он чистый, пустой, только для там каких-то связей. В Крыму все еще не привыкли к этому. У всех есть аккаунты в соцсетях. Никто не убрал достаточно тогда такие шумные и в каком-то смысле модные были митинги Хизбут Тахрир в Крыму в 2012-2013 году. Очень многие их снимали просто потому, что они проходили ярко, с флагами, с надписями на арабском языке. Все это было в диковинку. Очень многие фотографировали, ставили в соцсети. Сейчас силовики просто прокручивают ленты там, до 2011, 12, 13 года и судят за символику Хизбут Тахрир, которая и не является символикой Хизбут Тахрир. Ну ты попробуй докажи, какая-то арабская надпись. И вот таких вещей, конечно, если ты занимаешься каким-то активизмом, допускать нельзя. Беречься нужно, просто беречь себя и свое вот пространство. Социальные сети, прежде всего, это не твое личное пространство, это публичное пространство, в которое может залезть любой майор в грязной обуви. Вот еще один интересный момент, который бы хотелось бы с вами обсудить. В Крыму детей из лагеря «Артек» спасатели учили надевать противогазы и костюмы радиационной и химической защиты. Как сообщила пресс-служба управления МЧС России в Крыму, занятия для детей провели в рамках российского юношеского движения «Школа безопасности». Занятия прошли на базе 13-го пожарно-спасательной части Гурзуфа. В ведомстве отметили, что детям также рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи, в том числе о проведении легочно-сердечной реанимации. В январе 2018 года в
СМИ появились кадры крымских детей, которых обучают военному делу. В августе 2017-го крымская правозащитная группа заявляла, что в аннексированном Крыму милитаризацию образования поставили на поток, чтобы подготовить детей к войне. Антон, расскажите, что вам об этом известно и зачем, собственно, это все происходит? То, о чем я вот сейчас зачитала информацию. Ну, это, конечно, не только в Крыму происходит, но и очень большая натяжка говорит, что детей готовят к войне. Нет, это все проходит в рамках программы вот этого государственного патриотического воспитания. К сожалению, в России это, мне кажется, традиционно патриотическое воспитание и военное – это одно и то же. Между ними ставится знак равенства. А тем более сейчас, когда и российские официальные СМИ, и власти официальные, в общем-то, и на самом высшем уровне говорят о холодной войне, говорят совершенно всерьез о противостоянии с Западом, с большой буквы, о санкциях, как давление со стороны Запада на Россию. То есть, конечно, никакой вины там ни за Крым, ни за участие в военных действиях на Донбассе никто никогда не признает. И все это интерпретируется именно так, как попытка Запада задавить самостоятельность России. Поэтому и программа патриотического воспитания, она выстроена вот на этом противостоянии. Вот там враги, мы должны готовиться к ним, защищать свое государство, свое родное, своих. Вот это вот свои-чужие, какая-то такая средневековая концепция, она в воспитании и в школьном образовании, она очень давно, а сейчас просто гораздо более активизировалась. И в Крыму в том числе. Просто понятно, что Крым находится под пристальным присмотром, в том числе украинских правозащитников, которые все эти моменты отмечают. В России-то, в общем, к ним уже настолько привыкли, что и не особо обращают внимание. И плюс, как любые люди, которые вновь, скажем, к чему-то прикоснулись, к религии или к государственности, крымчане, которые пророссийски настроенные, тоже традиционно решили стать большими россиянами, чем сами россияне. Поэтому здесь все гипертрофировано на полуострове. Но, на мой взгляд, даже вот эти занятия не настолько страшны. Хотя это совершенно для детской психики, мне кажется, разрушительные вещи. Насколько страшны, помните случай, когда на День города в Севастополе одним из таких развлечений для детей было залезть и посидеть в автозаке. И вот эта картинка, когда родители говорят ребенку, хочешь развлечься, иди посиди в автозаке. И дети заходят туда, садятся на лавочке и сидят в автозаке в полицейском. Мне кажется, это уже что-то совсем какие-то извращенные понятия о том, как детство должно у детей проходить и как они должны развлекаться. Но, тем не менее, это все есть. В Крыму на 9 мая совершенно ужасные вот эти парады, когда коляски детские превращают в танки, и там везут детей, одетых в военные формы. То есть вот эта милитаризация и привычка к насилию, к автозакам, к военной технике, к военной форме, она есть, это культивируется государством, но, к сожалению, не только в Крыму, но и по всей территории, на самом деле, подконтрольной России. У нас буквально минута остается сейчас до конца нашего эфира, и поэтому я спрошу еще, вы назвали определенные примеры, в какой пропорции делится население сейчас на территории аннексированного полуострова, то, которое становится более россиянами, и то, которое остается самим собой? Это очень сложно определить, поскольку само публичное выражение своей позиции – это, мягко говоря, небезопасная штука в Крыму. Просто есть там небольшое количество людей, кто публично заявляет о своей нелояльности и готовы ее отстаивать. Есть, наверное, там столько же или чуть больше людей, которые становятся большими россиянами, с каким-то гипертрофированным чувством любви, я не знаю, к России, которая почему-то олицетворяет у них президент, или какие-то институции, которые на самом деле к России как к народу не имеют отношения. А остальная часть, основная, она, конечно, будет молчать, не выражать свою позицию, ни ту, ни другую, потому что и та, и другая будет подвергать их какому-то риску, опасности, а людям предпочитают просто жить, свои чебуреки продавать, гостиницы сдавать в аренду, и все.
Антон, я благодарю вас за разговор, за визит сегодня в нашу студію. Спасибо вам большое. Антон Новлюк, журналіст Радіо Свобода, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман у викладі Шевкета Наматулаєва. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю тільки хороших новин. Ну а у цій студії згодом зустрічайте мою колегу Христину Стець. Дякую, що залишаєтесь разом із АТР.